К судьбе этого человека получилось прикоснуться совершенно случайно. Почти 2 года назад. Уже тогда немного удивила его внешность, нетипичная для этого края, да и имя. Так возник закономерный вопрос. Откуда в этих краях? Какими судьбами? Ответ удивил. Родом с Афганистана. Приехал с Афганистана, ты учился в Иркутске, сельхозинститут закончил, потом приехал по месту жительства жены сюда и так и остался работать, и до сих пор работаю. Значит, жена у вас санихтарская, да? Санихтарская, да. И вот с какого года вы здесь живете? С 95-го года. Со своей женой он познакомился в Иркутске, где вместе учились. Спустя время вступили в брак, нажили 2 ребятишек. Все это не в простые 90-е, когда сложно было всем. Не раз Амир выезжал в Якутск, побывал и в Первопрестольной, чтобы стать, наконец, законным гражданином России, давно уже ставшей его второй родиной. Небольшие доходы не позволяли частые поездки, ведь надо было подымать еще маленьких тогда ребятишек. Сняли сюжет о моей жизни, обо мне. И этот сюжет очень долго не пускали в эфир по моей просьбе, потому что мы боялись депортацию из Российской Федерации. И долгое время не могли вот этот эфир пустить. В итоге решили пустить в эфир. И о моей проблеме узнали в Государственном Думе, в частности Галина Никентьевна Данчикова. И она вопрос подняла на уровне Госдумы Российской Федерации. И все хорошо стало. В итоге я получил паспорт гражданина Российской Федерации. Сейчас у меня все нормально. Много времени прошло, прежде чем все сложилось положительно. Долгим был путь к обычной, полноценной и полноправной жизни гражданина России. Очень благодарен Данчиковой Галине Никентьевне за то, что помогла мне для достижения получения паспорта. МВД Республика Саха-Якутия, Алекминского района и в частности телеканал НВК Саха-Якутия. Желаю успехов в дальнейшей работе телеканала и желаю побольше хороших эфиров и познавательных программ, побольше телезрителей для программы вашего. Удачи вам во всем. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.